Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы. Время требует мер. Паводок данного года мы ожидаем по напряженному сценарию. Когда ждать половодья и кого может затопить, узнал Дмитрий Аренин. Не пройти, не проехать. Мы в страхе живем из-за этих дорог. Мы не знаем, что будет с нами завтра. Почему жители села Кульшарипова Альметьевского района утопают в грязи? И долго ли ждать им дорогу? Филюза Хамидуллина. Место для лечения, миллионы для оздоровления. Не боялись ничего, а сейчас никто не будет пить. Какие вести сегодня порадовали рыбнослободцев, увидел Рамиль Шайдуллин. Осталась одна со своей проблемой. Я знаю, почему они отказывают. Думаешь, что я умру, с тобой унесу, что ли, я это? Почему 89-летняя бабушка на протяжении 5 лет не может добиться постоянной прописки, выяснял Сергей Хайдаров. На здоровье Камы 47 миллионов. Столько республика выделит на ремонт очистных сооружений в Рыбной Слободе. Об этом сегодня говорил Фарид Мухаммедшин. По опыту местных рыбаков, именно из-за загрязнения воды рыбы с каждым годом все меньше. Что еще предстоит сделать для улучшения качества жизни в районе? Сегодня говорили об этом в рамках Дня Единой России. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Уже знакомый в республике дизайн. Оранжево-белое новенькое здание. Значит, появился модульный ФАП, как вот этот вот, почти в центре села Масловка. Внутри здесь тепло, светло, довольно просторно. А самое главное, уже ждут на прием. Ждут каждого из 830. Столько жителей Масловки уже 7 лет обслуживает Венера Никитина. Раньше сельский фельдшер принимал их в здании детского сада. Процедуры, назначенные участковым врачом, все будут выполняться. Так, будет оказываться первая врачебная помощь, доврачебная помощь. Прийти, во всяком случае, давление померить, сахар у кого немножко в крови лишний померить, да и первые медицинские услуги оказать. Оздоровление требует и Кама. Только на это нужны миллионы. Река помутнела настолько, что уже не способна самоочищаться. Рыбы все меньше. А так вообще-то очистные нигде не работают. Вот в сетях посмотришь, такой мрак там творится. Это ужас. Пакеты, все, что хочешь. Я думаю, в этот проект республика очень серьезно войдет. Экологию будем очищать. Оздоравливать реку решено в рамках нацпроекта «Экология». Об этом говорят на встрече с партийным активом района. Начнут с модернизации очистных. Предварительно, выезжая сюда, знал эту проблему, посмотрел. 47 миллионов рублей на этот год. Деньги для этого предусмотрены. Дальше обсуждение всего, что беспокоит жителей района. Одна из наболевших тем – нехватка узких специалистов. Об этом доложат президенту. И многие годы рыбнослободцы ждут нового здания ЗАГСа. Вопрос также взят на карандаш. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Рыбнослободский район. Мощный кадровый и технический потенциал. И все для решения вопросов безопасности. 3 года, как в стране появилась Росгвардия. Сегодня в одном зале собрались сотрудники, ветераны и вдовы погибших при исполнении. Ночь на 1 марта прошлого года. Казань. Мужчина устроил в подъезде пальбу из дробовика. В результате 2 погибших. Один из них – сотрудник Росгвардии Денис Иванченко. Погиб при исполнении, спасая других. И это, к сожалению, не единственный случай. Муж Галины Денисовой ушел из жизни еще в далеком 1997-м. В них въехал водитель на Мерседесе на огромной скорости. Официальная скорость была зафиксирована 175 километров. Он въехал в заднюю часть патрульной автомашины. Мой муж скончался сразу же. Сегодня с вдовами погибших сотрудников при исполнении встретился руководитель Росгвардии по республике. Разговор за круглым столом на самые разные темы. Кому-то помочь с ремонтом в квартире, кому с обновлением памятника, а кто и просит просто поддержки. Один на один со своими проблемами они не остаются. Если какие-то вопросы есть, они всегда нужны. Не знаю, надо всегда звонить, потому что в наших силах мы всегда сделаем. Национальная гвардия – настоящая мужская служба. В их составе спецназ, полиция, есть и воинские части. Первая задача – борьба с терроризмом и охрана нашего народа, как говорится, российского, от всевозможных террористических актов. Главный показатель их работы – это безопасность граждан. Благодаря их работе республика без происшествий приняла Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу, на очереди WorldSkills.
Сегодня войска Росгвардии являются хорошо оснащенными и мобильными подразделениями, имеющими немалый боевой опыт. Сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР практически ежедневно спасают жизни, оказывают помощь попавшим в беду людям, задерживают преступников. Даже в свой профессиональный праздник они продолжают нести службу. Салават Ухмадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. К другим темам. В Татарстане скотомогильников в зоне возможного паводка нет. И дагестанский сценарий маловероятен. Об этом сегодня заявили экологи. Напомню, в минувшие выходные в Северо-Кавказской республике около 100 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Причиной, как посчитали, мог стать паводок, что смыл в воду опасные вещества из скотомогильника. Как в Татарстане собираются предотвращать весенние ЧП, разузнал Дмитрий Аринин. Как подсчитали, сейчас в Татарстане, как и в соседних регионах, скопились высокие запасы снега. При прогнозе паводковой ситуации на большинстве водоемов максимальный уровень воды ожидается до полуметра выше, чем обычно. Ну вот примерно настолько. И один из таких уровней, близких к опасному, ждут и на Казанке. Еще в столице опасаются за реку Нокса, в Салмачах и местный мост. Всего, по данным МЧС, если события будут развиваться по худшему сценарию, в зону подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов, где живут свыше 15 тысяч человек. Паводок данного года мы ожидаем по напряженному сценарию. И мы предложили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям республики районам в конце марта месяца переходить в режим повышенной готовности. В республике уже создана 15-тысячная группировка спасателей. Ждут, что реки вскроются где-то в начале апреля. Как говорят в гидрометцентре, недавний снегопад успокаивать не должен. В ближайшие дни температура пойдет в плюс и снег сменится на дожди. Вчерашние погодные условия обусловлены были выходом циклона. И в Казани, допустим, выпал осадков 70% отмеченной нормы. И самое максимальное, это вот был район Дрожжанова, там выпала месячная норма. На максимальный усиленный режим работы переходят и экологи. В республике стартует санитарный экологический двухмесячник. Отправиться на поиск и расчистку свалок призывают все организации и граждан. Что найдут, пока неизвестно, но по поводу размытия скотомогильников и отравления водой, как в Дагестане, особого беспокойства нет. Как заявляют, у нас все под контролем. У нас в зону потопления скотомогильники не попадают. В свое время все скотомогильники были проинвентаризированы. То есть, соответственно, они все на учете. А по качеству воды очень на хорошем уровне ведет работу наши коллеги, это Роспотребнадзор. И, соответственно, и муниципальное образование тоже это все качество отслеживает, так как это в первую очередь здоровье жителей. Отметим, что в минувшем году нашли 1500 свалок, почти все их ликвидировали. Самыми активными борцами с мусором стали Казань, Альметьевский и Сармановский районы. В этом году за уборку обещают премировать все муниципалитеты. Они получат детские игровые площадки. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Но пока зима не хочет уходить, по данным синоптиков, погода в Татарстане снова ухудшится. Ожидается метель, сильный ветер от 15 до 18 метров в секунду и гололед. МЧС рекомендует жителям республики осторожно передвигаться по улице, не оставлять без присмотра детей, водителям избегать внезапных торможений. Весна для них – это грязь по колено. Жители села Куль-Шарипово Альметьевского района вот уже 4-й год без лопат и сапог не могут сделать и шагу. Проложить щебеночную дорогу им обещали, когда достроят все дома. 30 уже стоят, а вот дороги нет. Жители возмущены тем, что их улица не внесена даже в генплан села. Филюза Хамидуллина встретилась с ними, преодолев бездорожье. Вот так каждый день. Почти километр туда, почти километр обратно. Вот так по бездорожью Зайдуллины добираются до машины. Весной и осенью ее оставляют на соседней улице. Переехала многодетная семья из города в село в прошлом году. Сапоги не снимают теперь круглый год. Мы пешком с детьми в сапогах вот по такой грязи идем домой. Приходим все чумазые. Мелкий у нас еще, ему 6 лет всего. Он еще по дороге может и упасть. И, то есть, стирка практически каждый день. Вот такие у нас дороги. Проедешь, не проедешь.
Не факт. В непогоду новая улица полностью отрезана от внешнего мира. Скорая помощь по такому бездорожью доехать не может к нам. Этот раз вызывали скорую помощь. Машину она оставила на конце той улицы и шли пешком. Хорошо, что врачи оказались гуманные. Мы в страхе живем из-за этих дорог. Мы не знаем, что будет с нами завтра. На улице Амира начали строить дома 4 года назад. Сейчас здесь 30 домов. Жители не раз обращались в администрацию района. Улица новая, и ее нет в генплане села. А внести изменения в документ стоит денег. Если мы не в генплане, нам исполком не имеет права отсыпать дорогу, потому что могут попасться чужие участки. Для того, чтобы положить хотя бы щебенку, генплан не нужен, сообщили нам в исполкоме района. Мы их запланировали пока на 2020 год по щебенению. А по какой программе будем щебенить, пока не решили точно. В этом году мы сделаем замеры улицы. И там уже будем определяться. Ежегодно из республиканского бюджета район получает 50 миллионов рублей на строительство сельских дорог. Так, в прошлом году отремонтировали 12 километров в 11 поселениях. Программа на 2019 год уже сформирована. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. В 89 лет приходится каждый год самой ходить и продлевать временную прописку. Со своей проблемой к нам обратилась Дания Юнусова. Она переехала в Россию из Таджикистана еще в 96-м, чуть позже получила российское гражданство. С 2014-го арендует комнату в общежитии на Качалово. Но на протяжении многих лет женщина не может добиться постоянной прописки по месту жительства и боится остаться без жилья. Подробнее Сергей Хайдаров. Ничего не было. Это я сама за свой счет сделала. В этом общежитии Дания Юнусова живет 5-й год. Рассказывает, за это время привела комнату в порядок, закупила необходимые материалы, за счет пенсии сделала ремонт. И воду, и душ, и туалет, все. А здесь же нету еще вентиляции. Крышу над головой Дания Юнусовой предоставил исполком города. Женщина попала в сложную жизненную ситуацию. Беженка из Таджикистана. 89 лет, осталась одна, жить негде. Комнату, где сейчас проживает бабушка, оформили через договор краткосрочной аренды. Это значит, прописку и нужно продлевать каждый год. Не все же он может. Мне расписываться надо, паспортный стол. Эта бабушка рассказывает о своем помощнике. Его зовут Адель, и он прикреплен за Данию Юнусовой от соцзащиты. Покупает продукты, оплачивает счет-фактуру, но на продление прописки женщина должна явиться лично. Но здоровье не позволяет. Она инвалид первой группы, уже 2-й год пытается добиться постоянной прописки и приватизировать комнату через суд, пока безрезультатно. А вы не в тот район подали. Ответчики живут там. Я говорю, ну дайте, я отнесу. Нет, мы сами пошлем. Не присылает. И адвоката тогда нанимала. Я знаю, почему они отказывают. Думают, что я умру, с тобой унесу, что ли, я это. Как оказалось, договор аренды подходит к концу в декабре этого года. Город утверждает, расторгать с ней правовые отношения никто не собирается. Согласно действующему жилищному законодательству, к сожалению, гражданка права приватизации данного жилого помещения не имеет. Однако, учитывая жизненную ситуацию, ее проживание в данном жилом помещении ежегодно продлевается, в связи с чем ей необходимо проходить процедуру перерегистрации. Также столичный исполком сообщил нам о возможности продления прописки для Денисы Убановны по почте. Теперь ходить пенсионерке с документами будет не нужно. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ Казань. Напомню, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер на экране. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, фото и видео могут стать репортажами наших выпусков. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Зачем пекарю красиво говорить? Ораторское мастерство – это мышца, которую надо качать, качать и качать. Как обладатели рабочих профессий обучают ораторскому мастерству? Алия Хайрудинова. Заглянули за сцену. Я был также в Московском театре, то есть мне есть с чем сравнить как бы. О том, что происходит за кулисами театров, в акции «Культурный минимум» поучаствовал Сергей Хайдаров. 11 лет модернизации и бесперебойной работы. Столько в Нижнекамске в компании «Таиф НК». За всю энергию на производстве отвечает Рамиль Давлиев, заслуженный энергетик республики. О пути от простого электромонтера до лучшего в своем деле расскажет Салават Мухаммадуллин.
Все работает как часы, все под пристальным вниманием Рамиля Давлеева. За всю энергетику в ТФНК он отвечает уже 11 лет. При нем в обществе введена в эксплуатацию электроподстанция с мощностью трансформатора по 100 мегаватт. Произведена замена устаревшего оборудования распределительных устройств на заводах ТФНК и многое другое. В обязанности энергетика входит обеспечение энергоресурсами предприятия. В это обеспечение, в общем-то, одним словом сказать-то легко, но это и подготовка к ремонту, и проведение ремонта, и техническое обслуживание, снабжение запасными частями, комплектация необходимыми запасными частями, это работа с кадрами. И это не полный список его служебных обязанностей. А начинал Рамиль Камилевич с простого электромонтера. Сейчас прошло уже больше 30 лет. В компании ТФНК он почти половину из них, 14 лет. Недавно получил звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Давлееву Рамилю Камильевичу. Награду я связываю именно с своей трудовой деятельностью. Работой доволен и коллективом, который меня окружает, который работает вместе со мной. Доволен, так скажем, вообще той обстановкой, атмосферой, которая царит в обществе. И в свои 56 он продолжает трудиться над предприятием и передавать всю энергию и силы на бесперебойную подачу энергии на Нижнекамском заводе. Как безопасно работать на таких крупных предприятиях? На Нижнекамскнефтехиме за парты сели персонал и руководители подразделений по охране труда. Чему учили и какие еще нововведения ожидаются на предприятии? Об этом далее. Подобные обучающие программы проходят на предприятии регулярно. Так, в 2018 году обучение прошли более 8 тысяч работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». На этот раз пополнили свои знания 2500 сотрудников, начиная от начальников смены и мастеров до руководителей цехов. С целью повышения уровня безопасности эксплуатируемых объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» было решено провести дополнительное обучение линейных руководителей в области ведения особо опасных работ и их подготовки. Основные темы нынешней программы – организация безопасного проведения ремонтных, огневых и газоопасных работ, порядок оформления технической документации при выводе из ремонта оборудования, технологическая подготовка оборудования, работа с электроинструментом. Учебу правильно проводит, нужное время. В преддверии капремонтов, опять же, освежить знания наши и что-то новое нам рассказать. Повышать уровень квалификации всегда было престижно. Во-первых, самообучение тоже надо проводить. Ну и вот это вот периодическое, то, что у нас обучение, очень важно в нашем таком опасном производственном объекте, на опасном производственном объекте знания должны быть. Недавно в ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошли позитивные изменения в оплате труда. С 1 марта зарплата повысилась на 15%. Ожидаемый средний размер заработной платы сотрудников Нижнекамскнефтехима составит порядка 58 тысяч рублей. Светлана Звонарева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Не дать, не взять. О борьбе с коррупцией в вузах Татарстана говорили сегодня за круглым столом в КФУ. Организовали его сами студенты. Вместе с управлением президента по вопросам антикоррупционной политики, Министерством юстиции, Общественной палатой молодежь ищет способы борьбы со взятками. По их мнению, о коррупции нужно говорить открыто. В 16 вузах республики сегодня работают молодежные антикоррупционные советы. Мы часто проводим лекции, мы рассказываем ребятам, что такое коррупция, как возможно с ней бороться, что нужно делать, как обратиться в какой орган, какие заявления пишутся, и что вообще этого не стоит бояться. По социологическим опросам, которые проводятся у нас в республике, образование занимает одно из лидирующих мест среди мнения населения, как одной из коррумпированных сфер. Но, тем не менее, как раз-таки сами студенты, я думаю, своими поступками, своими вот этими круглыми столами доказывают об обратном, что они готовы говорить и готовы к диалогу. Изъять имущество у госслужащей на сумму в 10 миллионов рублей требует прокурор Татарстана. В суд подан иск на сотрудницу Управления федерального казначейства по республике. Кто это госслужащий и почему прокуратура приняла такое решение, читайте в интернет-газете «Реальное время». Судьбу Луны решил городской суд Челнов. Напомним, в начале февраля у подозреваемых в торговле наркотиками изъяли маленькую тигрицу. И сейчас она фигурирует в громком уголовном деле в качестве улики. Сегодня суд рассмотрел иск прокуратуры о прекращении права собственности на четвероногого. Какое будущее ждет Луну, узнал Рамиль Галиуллин.
Пока пятимесячная Луна в зоопарке, в Челнах решают ее судьбу. Пожалуй, это один из редких случаев, когда в суде нет главного фигуранта. Зато в зале остальные – прокуратура и владелец маленького хищника. Напомним, полосатую находку обнаружили оперативники во время спецоперации. Сначала Луну передали в Челнинскую конно-спортивную школу, затем перевезли в Казань. Здесь она оказалась благодаря петиции зоозащитников на имя Рустама Минниханова. Президент просьбу услышал, и сейчас Луна в зооботсаду. Теперь она проходит по делу как улика. А по факту содержания тигрицы в квартире прокуратура обратилась в суд. Содержание данного животного производилось с нарушением действующего жилищного законодательства и законодательства об охране животного мира. По словам хозяйки, сейчас у нее нет возможности содержать тигрицу в нормальных условиях, поэтому отдать Луну в надежные руки она не против. Он уже не маленький, то есть уже есть необходимость, да, кормить его. То есть мясо уже необходимо и дальнейший уход. Просто мне нет времени, я работаю, у меня 2 детей сейчас. И я осталась одна, какой тигренок. Поскольку со стороны владельца никаких возражений не было, судебный процесс не затянулся. Прекратить право собственности ответчика на животное тигра-гибрида 20 октября 2018 года рождения, самку, клички Луна. Определить место содержания животного Казанский зооботсад. Следующее заседание состоится 8 апреля. Тогда уже Луна получит официальную прописку в зоопарке. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Сила слова и язык до победы доведет. Сегодня будущих участников WorldSkills учили красиво говорить. Зачем пекарю, фермеру и механику ораторское мастерство, спросите вы? Ответит Илья Хайрудинова. В этом хозяйстве надой повышает классическая музыка. Для Моцарта и Шопена здесь определенные часы. Горькие слезы у волка, отменный аппетит у теленка. Рассказ Муму вызывает разные эмоции и чувства у героев советского мультфильма. О влиянии художественного слова знают и те, кто готовится к национальному этапу WorldSkills. Аделя представит Татарстан в компетенциях хлебопечения. Говорит, часто читает стихи, когда готовит. Так работа спорится. Могу спеть песню, когда я работаю, но эта песня мне помогает в работе, то, что я смогу все сделать. Только для победы этого недостаточно. Представители команды Татарстана посвящают в тонкости ораторского мастерства. Для этого целых 4 дня. Опустить руки вниз. Как себя чувствуешь? Так лучше. Так лучше. Не только испечь хлеб или смоделировать деталь. Все это придется презентовать. Слова, жесты и умение держать себя на сцене должны сделать так, чтобы жюри в тебя поверило. Рустем выступит в компетенции предпринимательства с первого дня в рядах лучших учеников. Вот у меня такие доходы и вот такие расходы. Вот это хорошо. А если наоборот, то есть мои жесты не соответствуют моим словам, то это неправильно. Ресторанный бизнес, есть компетенция предпринимательства, где ребятам очень важно действительно презентовать правильно и красиво свой проект. И за это тоже эксперты ставят баллы. Не только золотые руки, но и красноречие – залог победы на чемпионате рабочих профессий. Илья Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Глаголом «жечь сердца людей» – их призвание и основная профессия. Завтра – Международный день театра. Сегодня Татарстан присоединился к всероссийской акции «Культурный минимум». Для всех желающих свои двери открыл Казанский оперный и Камаловский театры. Театр изнутри увидел Сергей Хайдаров. Определенно, Казанский оперный театр имеет большую популярность, потому что сегодня увидеть его работу изнутри пришло большое количество людей. Первой точкой в нашей экскурсии стала балетный зал, и здесь нас попросили вести себя как можно тише, чтобы не отвлекать артистов от репетиции. Поэтому сейчас вы видите уникальные кадры. Я сама танцую, потому мне интересно посмотреть балет. Мне кажется, то, что тяжело на платах, потому что там надо, чтобы была сильная стопа. Репетиции в Камаловском театре уже закончились, но, как известно, в гримерках всегда кипит жизнь. К примеру, в этой к своему спектаклю готовится Ильдус Абдрахманов. Пока отдыхаю перед спектаклем, специально, чтобы для разминки, чтобы кровь немножко в голову ударила. Все костюмы и необходимый реквизит театра оперы и балета хранится вот в этой бутафорской комнате. Она находится очень близко к сцене для того, чтобы в случае чего можно было быстро поменять костюм. Ну а обувь для артистов тоже шьют здесь, делают это индивидуально для каждого. Бывают капризные
которым сделаешь, они не нравится, что так, что так. Ну, это артисты, конечно. Да. Но это уже костюмерная Камаловского театра, и здесь мне дали возможность почувствовать себя самым настоящим султаном. Конечно же, масштабы этой костюмерной просто поражают. Она состоит из нескольких комнат, выглядит со стороны как такой некий лабиринт. Сколько здесь костюмов, точно никто сказать не может, но костюмеры утверждают, что больше 2000. И они всегда в чистоте, в порядке, чтобы перед каждым спектаклем они уже были готовы. Наверное, для кого-то может показаться удивительным, но в Камаловском театре на сцене место гораздо меньше, чем за сценой. Все это потому, что именно здесь находится весь необходимый реквизит и декорации для постановок. Это все, конечно же, занимает немало места. Он ездит, конечно, как раз там наши актеры по сцене катаются. Но это святая святых оперного театра. Сцена, которая видоизменяется и модернизируется от выступления к выступлению. Прямо сейчас она специально подготовлена к балету. Казалось бы, лежит обычный линолеум, но нет, это специальная пружинчатая поверхность. Более богато выполнено, потому что в Московском театре такого разнообразия как бы нет. Просто, да, есть декорации, есть какие-то украшения, но вот так конкретно ничего как бы особого нет. Вот, а здесь что-то, необычное. Познакомиться с закулисьем театров можно будет до 29 марта. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Далее о погоде на завтра. Но я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Татарстанские спортсмены завоевали путевки на чемпионат Европы по тэквондо. Рафаэль Камалов и Лада Филиппова выступят на международных стартах. Вторые европейские мультиигры прошли в Болгарии. В соревнованиях приняли участие лучшие тэквондисты Старого Света. В составе сборной России выступили 5 наших спортсменов. Серебряные медали выиграли Лада Филиппова в весовой категории свыше 73 килограммов и Рафаэль Камалов в весе до 87. А третьи места у Сергея Кирсанова, Алены Миронюк и Романа Лещева. Все спортсмены тренируются в Набережных Челнах. Тем временем в Альметьевском районе прошел турнир «Алтын-Сөлгө» «Золотой пояс» по национальной борьбе краш. Впервые на турнирах взрослого уровня применили необычный формат соревнований, где команда выступает против другой команды. В этом году в честь юбилейного 40-го турнира организаторы подготовили специальный стенд с именами и фотографиями батыров Сабантуев Альметьевска, начиная с конца 50-х годов. И сегодня на многих турнирах этот район редко остается вне пьедестала. По итогам чемпионата альметьевская команда на родных коврах оказалась сильнейшей и заняла первое место. На втором месте Тюлечинский район, а на третьем кукмарские борцы. В этом формате слышите, какой шум, голос, переживание. Вот эти соревнования, они, конечно, нам прибавляют и мастерство, и командного духа. В Казани завершились республиканские соревнования по спортивной гимнастике. На турнире приняли участие порядка 150 атлетов. 15 команд юношей и девушек из Альметьевска, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Илья Любимов из столицы Татарстана. В женском противостоянии абсолютной чемпионкой стала Полина Новикова, представляющая Зеленодольск. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Порывистый ветер, пасмурная погода, снег, дождь, гололедица. Таков прогноз синоптиков на 27 марта. Но об этом позже. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, пройдет дождь и около 3 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге мокрый снег, местами дождь, будет тепло, +4. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно, с дождем и около 3 градусов. Для северо-запада 27 марта будет пасмурным, с мокрым снегом и также +3. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном без осадков не обойдется, будет пасмурно. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода, местами мокрый снег с дождем и +4. В четверг осадки усилятся, температуры станут немного ниже.
Автоцентр «Луидор Казань» – официальный дилер ГАЗ в Татарстане по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Время покупать новый автомобиль с выгодой до 318 тысяч рублей. Только в автоцентре ГАЗ «Луидор». Телефон 8 800 200 2402. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. В Казани будет пасмурно, временами с дождем. Дневные температуры +2, +4. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.